есть реальности, которые наши, там, где мы хотим находиться, где нам нравится. Мы их выбирали, потому что для себя, да, вот нам там хорошо. Я описывала пример, что когда я маленькая была, я хотела играть на фортепиано. Я даже сама это, кстати, помню. Я смотрела телевизор и видела вот этих детей. То есть все же там разных детей видят. Я видела этих детей виртуозных, которые играли на рояле или на фортепиано. Я прямо чувствовала, как мои пальцы, значит, бегали. Меня поддержали, несмотря на то, что, наверное, трудно было. Меня сначала отвели преподавателя, мне было 5 лет, я маленькая еще была. В школу брали музыкальную с 7 лет, там на подготовительную чуть ли с 6. В общем, меня отвели к преподавателю музыки. Я помню даже, что папа с мамой нарисовали такую большую клавиатуру, и, значит, я просто слышала эту музыку, и я вот по ней играла. Там вот эти гаммы, ноты, в общем, все это изучала. Потом купили фортепиано. Потом я пошла в школу в 1 класс, и когда пошла в школу, я прям играла большие музыкальные произведения. «Танец маленьких лебедей» из «Лебединого озера». В общем, какие-то отрывки из таких даже крупных музыкальных произведений. Память у меня была хорошая, быстро я запоминала. Слышала, потому что слышала, что хотели написать. Это мое. То есть прям вот вы понимаете, вы когда заходите в свою реальность, вам там прямо хорошо. Вы прям движетесь, развиваетесь, и себя видите. И вот создавая себя, создается мир, и вы прямо проникаете. Это называется такое потоковое состояние. Идет мощное расширение. Каждый день идет расширение. Когда вы в своей среде, вы постоянно развиваетесь, вы растете, вы живете. Жизнь — это постоянное развитие.